На заседании правительства было решено повысить цены и на сжиженный газ в баллонах. Согласно постановлению, уже с 1 января розничная цена за килограмм сжиженного газа составила 50 рублей. Соответственно, 11-килограммовый баллон обойдется потребителю в 550 рублей. Постановление Кабинета министров Республики Абхазия утвердили цену на сжиженный газ 11 килограммов по 550 рублей. И это утвердили с 1 января 2017 года. Мы этим занимаемся, уже цена изменилась. По словам директора Сухумгаза, это вынужденная мера, так как закупочная цена газа подорожала. У нас в стране спрос на этот вид топлива большой, так как нет централизованной подачи газа и часто происходят перебои с электричеством. Варлам Акаба отметил, что дефицита в газе нет. В среднем в день выезжает 5 машин по городу. Директор Горгаза заверил нас, что и с доставкой цена газового баллона не будет превышать положенные 550 рублей. Стоимость, как в утвержденном варианте, мы так и будем настаивать. И водители тоже предупреждены. И подписанный приказ Кабинета министров Республики Абхазия, что за завышенные цены не будут отвечать. Они несут материальную ответственность. Битум и газ входят в перечень углеводородов, ввоз которых на таможенную территорию Абхазии не облагается налогом на добавленную стоимость. Но правительство намерено пополнить госказну за счет обложения налогами бензина и дизельного топлива. Таким образом, эти виды нефтепродуктов будут облагаться НДС в размере 10% с 1 февраля. Вице-премьер пояснил, что средства, которые будут получены от НДС на дизтопливо и бензин в 2017 году, пойдут на социальные обязательства. В общей сложности правительство планирует дополнительно заработать порядка 270 миллионов рублей. Эти средства в первую очередь будут направлены на те выпадающие доходы, которые мы, к сожалению, будем вынуждены понести в 2017 году по сравнению с 2016 годом. Я бы хотел напомнить, что в 2016 году со стороны Российской Федерации нам была оказана разовая помощь только на 2016 год на повышение заработной платы, разово на 1 год по некоторым категориям работников, в частности, по органам государственной власти и по правоохранительной системе, за исключением МВД и СГБ. Поэтому деньги в 2016 году мы на эти цели получили 1 раз. Соответственно, в 2017 году на эти цели мы со стороны Российской Федерации эти деньги не получим. Это где-то составляет порядка как раз 250 миллионов рублей. Поэтому нам, конечно, мы не имеем права объявленное повышение зарплаты сотрудникам снижать. Мы обязаны выполнять взятые на себя обязательства, поэтому мы вынуждены это делать. Поэтому главная цель пополнения бюджета – это, естественно, наше социальное обязательство. Это выполнение планов и выплаты зарплаты в том объеме, в котором у нас сейчас существует. Стоит отметить, что топливо в Абхазии и так облагается НДС, но предприниматели платили с разницы купли-продажи. Теперь же будут платить со всего оборота. Но Дмитрий Сериков считает, что существенного подорожания топлива не ожидается. Однозначно о подорожании я бы сейчас так не стал бы говорить, потому что это очень живой механизм, потому что это товар, торгуемый на бирже, и он имеет ярко выраженную сезонную составляющую. Если зимой топливо стоит очень дешево, условно говоря, то в августе оно может подорожать относительно января-февраля месяца на 30-40%. Поэтому мы ежемесячно отслеживаем стоимость топлива на оптовом рынке и, ориентируясь на ту маржу, с которой работают наши бензозаправки, мы тем самым и регулируем стоимость топлива на наших бензозаправках, то бишь в рознице. Поэтому исключать того, что топливо будет подорожать, конечно, нельзя. Но если оно даже и будет, оно будет незначительно на единицы процентов. Но в любом случае, если это будет незначительно в процентном соотношении 1-2, максимум 3%. Это максимально возможное подорожание, которое, в принципе, может быть. Пример я могу привести. Вот у нас цены установлены были в октябре 2015 года, то за этот период, с октября 2015 по декабрь 2016 года, в розничной сети в России бензин подорожал на 6% в среднем по всем видам, а на оптовом рынке подорожал на 15%, если смотреть год к году. При этом за этот период в Абхазии подорожания цен не было. Поэтому, естественно, топливо будет дорожать. Вопрос, когда, сказать это на данный момент, я сейчас не могу, но исключать, конечно, это невозможно. В Абхазии цены на топливо и оплату за проезд устанавливает Кабинет министров. И в правительстве уверено, что стоимость бензина в ближайшее время не изменится. Но учитывая, что у нас в стране не производятся нефтепродукты, некоторые факторы зависят только от внешнего рынка. Еще несколько лет назад между Российской Федерацией и Республикой Абхазия было подписано соглашение о том, что топливо, завозимое, экспортируемое из России в Республику Абхазию, не облагается экспортной пошлиной. Когда это постановление действовало, по-моему, это было в 2011 или 2012 году, мы получали топливо со скидкой порядка $300-400 с тонны. Это где-то приблизительно получается порядка где-то $3, условно $3-4 с каждого литра. Где-то порядка $3. Для нас это была большая экономия, поэтому мы могли себе позволять держать очень большую разницу в цене между российским рынком
и нашим рынком. Вместе с тем участники рынка открыто заявляют о неизбежности роста цен на бензин и топливо. При этом пока неизвестно, когда и насколько. Генеральный директор Азида Дамыр-Габуния заявил, что для сохранения рентабельности розничной сети цены на топливо все-таки необходимо будет поднять. Это продиктовано дополнительной налоговой нагрузкой. Но при этом отметил, что это прерогатива Кабинета министров. Компании, осуществляющие розничную продажу топлива, ждут от правительства взаимовыгодного решения. Понимая социальную значимость нашей сферы, мы на протяжении многих лет эти факторы внешние, которые оказывали влияние на развитие отрасли, старались не перекладывать на население. И если вы обратите на динамику цен, например, в той же повышении цен в России и в Абхазии, то буквально в 2015 году, то есть достаточно много времени прошло с тех пор, в Абхазии повышались цены. Однако вступающее в силу с 1 февраля постановление, по сути, диктует необходимость повышения цен для нормального функционирования отрасли, для обеспечения необходимого объема и качества нефтепродуктов и оказываемых сопутствующих услуг. Вице-премьер-министр финансов Дмитрий Сериков уверяет, что минимальный рост цен на топливо не повлечет за собой удорожание продуктов питания и оплаты за проезд в общественном транспорте. Удастся ли достичь желаемого результата, покажет время. Сима Аргун, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.